необычном состоянии, мы до сих пор гадаем в эти дни, до сих пор тарелку там гоняем, да, и так далее. И в принципе, якутская культура, она такая достаточно особенная, мы хорошо консервируем свои традиции. И страшилка это у нас тоже очень хорошо видно. Ну вот, тут я перечисляю музыку фольклор. Вообще обычно считается, да, что страшилка это современный фольклор или городской фольклор, как мы говорим, да. Обычно понятие современность и фольклор, они кажутся людям антонимами. Потому что где там фольклор? Фольклор это то, что бабушка в деревне поет по вечерам, а современность это у нас, конечно, совсем что-то из другого. Это совершенно разные понятия. Тем не менее, люди, переезжая в города, когда у нас происходят активные процессы урбанизации, люди из села переносят свою культуру, свой традиционный фольклор в город. И он приобретает несколько такие особые признаки, какие-то признаки сохраняются, консервируют, являются устойчивыми, а какие-то видоизменяются. Например, здесь мы видим, что признаки фольклора это устность, анонимность, коллективность, традиционность, вариативность и синкретизм. Все это мы можем рассказать про якутскую страшилку. С теми особенностями, но если традиционный фольклор у нас обычно бывает связан с каким-то определенным этносом, он переносится от поколения к поколению, от бабушки к сыну, от сына там, к внуку и так далее, то современный фольклор имеет такие особенности. Он распространяется горизонтально, он надэтничен. То есть, переезжая в город, смешиваются разные культуры, разные социальные слои, соответственно, фольклор, он приобретает черты разных культур, и он становится менее этничным со временем. Также он передается не только и не обязательно устно, он передается также письменно. Мы сохраняем свои какие-то фольклорные образцы в литературе. Они сейчас, например, те же самые страшилки мы прекрасно можем найти там, в социальных сетях, в каких-то записанных сборниках и так далее. Ну и особенностью современного фольклора является, особенность заключается в том, что традиционного человека, вся его культура, вся его фольклор, весь фольклор культуры, он передается от простых обывателей к простым обывателям. То есть это обязательно простые формы, это обязательно он должен услышать легкие воспоминания. То есть человек должен услышать, воспроизвести его дальше своим потомкам, и так вот воспринимается со временем. Когда люди переезжают в города, культура становится профессиональной, искусство становится профессиональным. Для песен появляются отдельные песни, это певцы, музыканты, мы получаем какое-то искусство, кинематограф, литература становится профессиональной. Но какие-то жанры, которые профессионально обслужить не могут, оно остается в этих зонах, в этих фольклорах, как раз в тех, которые остаются в природе. И страшилка, она у нас также прекрасно сохраняется. Почему вообще ее интересно изучать? Почему я выбрала эту тему? Поскольку можно было бы подумать, ну, страшилки, детские какие-то рассказы, что-то такого особенного. Но существует исследователи американской школы фольклора, которые рассказывают нам о том, что страшилка на самом деле может много нам очень рассказать о социальных каких-то переживаниях общества. Например, там наверху указан Джеффри Виктор, он рассказывал о том, что в 60-х годах, когда Америка перестает быть уютной, одноэтажной, начинают формироваться огромные мегаполисы, у многих людей начинает появляться некоторый дискомфорт, потому что начинается перенаселяться вот эти компактные территории, и, соответственно, у людей появляются проблемы, связанные с тем, что очень много незнакомых людей, различные социальные группы объединяются, повышается уровень, например, криминала и так далее. И в связи с этим появляется, например, вот этот классический
слэшер-жанр, который потом у нас выливается вот в классических американских хоррорах. Мне мой товарищ, который познакомился как-то в Корее с американцами, он рассказывал, что они обсуждали, в общем, кинематограф, и он стал смеяться насчет, помните вот эти смешные фильмы из 90-х, где человек в маске там бегает по ножом за женщиной по дому, и он вспоминал это как в каком-то таком смешном, маргинальном жанре, где-то из 90-х, нулевых и так далее, на что они начали на него смотреть огромными глазами и говорить: ты что, это же кошмар, это же просто невозможно, это же самое ужасное, что может произойти с человеком. И в ходе разговора он понял, что просто мы живем в совершенно разных социокультурных условиях. В Америке не принято закрывать двери на замок. В России, наверное, это было бы забавно, что кто-то войдет к тебе, что может нарушить твою безопасность и так далее. В то время как в тех условиях это совершенно на самом деле кошмарная вещь. И они рассказывали о том, что, например, в их районах, например, если ты вешаешь замок на дверь, ты странный, то люди считают, что ты какой-то психопат, и вообще так внутри не так делает, дверь всегда открыта, на двери всегда витраж, стекло, и любой человек, в принципе, может в нее ворваться. И вот этот дискомфорт, это особенность их, например, быта, проживания, она выражается в таких вот в их хоррорах, где человек находит с ножом в горло. Вот. Ну, что такое страшилка, понятно. Человеку всегда нравится пугаться. Это особенность человеческого мозга. Нам нравится моделировать ситуации, когда нам страшно, потому что мы потом понимаем о том, что на самом деле мы в безопасности. И вот это моделирование вот этой ситуации, оно провоцирует приятные процессы. Человеку нравится себя пугать. И, например, человеческая культура, она веками вырабатывала кучу жанров, которые нацелены именно на то, чтобы пугать человека. Это, допустим, даже готическое искусство, какие-то, не знаю, вот страшилки, это специальный жанр, который человек принял себе. Там есть у меня следующий слайд. Покажи, пожалуйста. Вот. Когда я начала заниматься этой темой, я обнаружила, что когда я изучаю литературу по традиционному якутскому фольклору, мы не находим таких историй, которые обозначают конкретно Аллах, например, какие-то нет отдельного жанра, описанного нашими исследователями якутского фольклора. Я стала думать, как же так, например, сейчас страшилки — это же такая важная часть нашей культуры. Мы собираемся, дети, взрослые, все садимся по вечерам, особенно вот в эти дни, рассказываем про другие страшные истории. Это такой часть нашей культуры, очень важная. Но, как оказалось, вот эти истории, они зафиксированы в Харатове. Это все авторы какой-то более старой литературы, я не нашла ничего. Я начала копать вообще, что такое страшилка, например, что такое русская страшилка, что такое вообще, например, английская страшилка и так далее. Перемотай дальше. И я обнаружила, в общем, что этот жанр, который возник достаточно в современное время. Большинство написанных историй, например, в Европе, они датируются середины 20 века, а в Англии несколько раньше, что-то в викторианскую эпоху можно уже найти. В России это страшилки в основном классические, черный гроб на колесиках, черная перчатка, розовые пирожки. Вот эти классические истории, которые мы все с вами слышали. Я пыталась найти закономерность, и как мне кажется, пока что лично я пришла к такому мнению, что страшилка формируется как жанр, когда в стране или в обществе разлагается традиционная община, разлагается сельская среда, и сельская среда, люди приезжают в город, происходит урбанизация. Именно в этот момент люди, переезжая из села в город, они приводят с собой те самые важные элементы их культуры, которые являются базовыми, которые очень нужны. Вот страшилка, она как бы отпочковывается в этот жанр, приезжает вместе в город, приобретает там черты легкого такого городского фольклора и образует вот жанр. Например, европейский, американская страшилка, это обычно конец 19 века, начинаются они с конца 19 века. В советское время, там следующий слайд, это вот как раз 30-е годы, начинают формироваться жанры, и уже в середине или после войны их начинают собирать исследователи. Что касается якутской страшилки, то
большинство историй, которые мне удалось найти, где мы можем точно сказать, что эта история происходила вот в какой-то датировке, они в основном датируются послевоенным периодом, и намного чаще это 70-е, 80-е годы по какой-то причине. И опять же, если мы обратимся к данным по демографии, о том, как меняется население города Якутска, как раз 70-е годы, это такой период, когда население города Якутска очень сильно растет, и растет именно процесс внутренней миграции из села в город. Вот. Так. И вот 70-е, 80-е это такой период. Вообще, якутская страшилка достаточно сильно отличается от российской. Например, если мы зайдем там, будем искать какие-то сборники, зайдем там ВКонтакте, будем искать по каким-то специализированным пабликам, допустим, страшилки, то обычно, например, российская страшилка, она бывает очень детской. Вот у нее есть откровенные такие черты детского такого фольклора. И вот этими предметами страха часто становятся какие-то материальные вещи. Это страх индустриального советского ребенка. Это какие-то перчатки, вещи и так далее. Якутская страшилка очень детализирована. Якутская страшилка, я считаю, что это не детский жанр фольклора, потому что его рассказывают и взрослые. Это, знаете, бывает обычно не детская история какая-то для развлечения. Это часто бывает свидетельство. Это вот истории, когда человек был, например, свидетелем каких-то событий. Когда я спрашиваю у людей, они никогда не садятся, когда рассказывают мне свои истории. Обычно они пугаются. Это вот что-то, это практически такой сакральный акт, когда ты рассказываешь, когда ты был свидетелем чего-то не очень хорошего. Также у якутской страшилки есть особенности форменные, жанровые, например. Обязательно респонденты вначале рассказывают мне ссылку на первоисточник. Это очень забавно и интересно, они всегда рассказывают. Эту историю мне рассказал мой прапрадед. Эта история произошла с моим другом, она произошла именно вот тогда-то в этом селе и вот конкретно в этом городе. Я еще думала, почему, интересно, это такое особенность жанра, но в русской страшилке не всегда указывается первоисточник. И мне кажется, что это вот приближает эту историю к реальности, это вот придает ей еще большую, как сказать, правдивость. То есть человек, которому ты рассказываешь, он должен поверить в истинность вот этой истории, он должен от нее напугаться, и это все, в общем-то, не очень, на самом деле, детский рассказ. Вот. Дискомфортная локация, ну вот, и в основном, на самом деле, можно было бы подумать, что вот этих якутских историй очень много. На самом деле, когда я их начала собирать, оказалось, что вот этих сценариев штук там 10-15, и они различаются только местом, конкретно там людьми, декорациями, но история всегда бывает одна и та же. Можно следующий слайд? Когда я проводила опрос, я делала это пилотно, мне придется делать еще раз, но вот самая популярная история это Ичи. Это вот молодые люди, допустим, или в старых историях это бывает какой-то партийный функционер, который приехал на какой-то аваз, и он ни во что не верит. Обязательно он должен считать, что все это не политические глупости. Или молодые люди обычно ведут себя не очень хорошо, за что, или там не кормят местности, за что их карает там, дух, и они получают там кару за свои нехорошие поступки. Следующий популярный персонаж это Юэр, это обычно бывает женщина. Кстати, тут можно даже отдельно дискутировать про то, что Юэр никогда не бывает мужчиной почему-то. То есть это женщина или ребенок. В крайнем случае с подружкой. Это такая особенность, например, я как-то пыталась читать о том, что есть же вот этот знаменитый нарратив про женщины на дороге. По каким-то причинам вот эта женщина в белой одежде на дороге, она есть практически во всех культурах, очень много культурах. Вот этот троп, где там автомобилист какой-нибудь или вообще мужчина, в английском фольклоре вот обязательно в замках есть призрак женщины в белом. Это такая классический сюжет. И я как-то стала думать, почему так, как так он кочует из одного фольклора в другой. И стала пытаться искать общие какие-то звенья, оказалось, что
погибает из-за того, что потому что она жертва патриархальных каких-то устоев. Обычно ее либо насилуют мужчины, либо она теряет своих детей тоже из-за мужчин. То есть обычно это женщина, которая погибла трагической смертью, и она была жертвой патриархальных каких-то страшных дел. И я думала, что вот в этом тропе, в этой истории отражается какой-то социальный дискомфорт именно по отношению к женщинам. И он вот приобретает такую черту, остается вот в таком устойчивом образе, который почти у всех есть. Так, вот особенная для якутской культуры — это шаман и таганка. Вот это очень интересно, потому что традиционно шаман и таганка — это не то чтобы хтонические персонажи, они не зловредные по своей сути. Конечно, они потусторонние, они там могут путешествовать по космосу, да, вверх, вниз и так далее. Но вот якутские люди, очень много вот страшных историй обычно связаны с шаманом, либо живым, либо его могилой, или удаганкой. Вот очень популярные это страшилки, связанные с Тамха. Между прочим, это когда тарелка там улетела, разбилась, и кто-то умер обязательно в этом году. Страшилки, связанные со сном, также очень популярны. Это вот вестники смерти, которые являются людям во снах. Или люди видят покойников, и это потом как-то отражается в их жизни. Вот это тоже очень популярный сюжет. Ну и очень особенно, я еще не выяснила, кстати, какого-нибудь этого персонажа, Харабибет, черный силуэт. Очень многие люди видят вот этот черный силуэт, у него есть даже особое имя, но когда я ищу информацию о нем в научной литературе, я никогда ничего не нахожу. Обычно это вот надо хорошенько поискать, откуда он такой появился. Но это тоже очень устойчивый и крайне популярный персонаж среди я читаю. В общем, якутская страшилка — это такой интересный жанр, который очень хорошо консервируется. Допустим, если мы можем терять наши традиции, мы не поем традиционные песни, не рассказываем друг другу традиционные загадки, мы можем терять какие-то отдельные элементы нашей культуры, но какие-то остаются очень хорошо консервируются, остаются крайне устойчивыми. И вот страшилка, как жанр, который задевает наши базовые чувства, в том числе и страх, он, видимо, в том числе из-за этого он очень хорошо консервируется. Конечно, из нашего арсенала уходят персонажи, которые крайне такие традиционные. Например, мы сейчас редко рассказываем истории про силикунов, редко верим в них, или про каких-то очень божественных персонажей, про богов, каких-то еврейских мифологических существ. Обычно это бывают такие персонажи универсальные, которые подходят под большинство культур. Это бывают женщины в белом, черный силуэт, какие-то просто явления необычные. Также современных якутов пугает не только какие-то мифологические персонажи, но сам факт встречи с чем-то непонятным сверхъестественным. Людей может пугать там даже то, что вот в этот день я проходил мимо, я не погрузил огонь, и ветер бушевал так сильно, и это вот превращает в страшилку. То есть человек даже не обязательно там призрак видел. Просто само вот это ощущение связи твоих действий с какими-то вот непонятными явлениями, это уже людей пугает. Вот. И современная страшилка, она упрощается очень сильно, как и любой, на самом деле, городской фольклор. Но он не является только детским. В принципе, он и взрослый, как я считаю, это очень интересная тема. Как мы видим, страшилки очень много могут рассказать нам о том, что мы за общество, какие проблемы мы переживаем. Они все как бы выливаются вот в эти элементы нашей культуры, поэтому вот их изучать очень, на мой взгляд, интересно. Я, наверное, закончу. Всем спасибо за внимание. Может, вопросы есть? Я учусь на историческом, я аспирант второго года исторического факультета. Что с подпиской?
Да я не знаю, в какой-то день, как и все научные темы, наверное, в какой-то день я просто... Мы обсуждали, вот, в общем, страшные истории, меня что-то спросили, и вдруг я осознала, что нет трудов, которые подробно рассказывали бы о таком интересном жанре, потому что он современный, видимо. Ну, то есть это такой живучий жанр, который живет до сих пор, и обычно то, что у людей ну, вот, до сих пор сохранилось, обычно ученые до этого не всегда доходят, и, скажем, наша ООН там, или еще что-то, это изучено досконально от и до, от А до Я. А вот то, что сегодня мы наблюдаем, то, что меняется, это как раз интересно для вот антропологического изучения. Ну вот, я пришла к научному руководителю, она сказала, замечательно, давайте. Ну, я пока что, я смотрю на это очень рационально.